Добрых вечеров, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Я Петр Цыпантин. Как обычно, мы находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии. В гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, приветствую. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришел, кто бы вдумали, Иван Лазаренко, ведущий редактор, мой коллега телеканала Якутия-24. Ваня, привет! Привет, Петр. Здравствуй, Иван. Так, познакомьтесь. Вот, и... не будем нарушать традицию. Задаю вопрос. С чем вы к нам сегодня пришли? С салатом. С салатом. Кулинарное ток-шоу. Ты пришел с салатом. Это что такое? Есть история? История есть. Да. Есть история этого Рассказывай. салата. 2020 год, когда все новостные паблики буквально кипели только двумя новостями. Это выборы мэра города Якутска Так, и застрявший сухогруз, так. который перекрыл движение в Панамском канале. Было. Абсолютно только вот эти две новости. И захотелось вот чего-то светлого, яркого и вкусного. Так неожиданно начал Мимо Иван. этих новостей, что очередной мой кулинарный эксперимент решил переместиться из горячих блюд в салатную тему, что для меня большая редкость на самом деле. Хотелось бы что-то легкого, воздушного. Легкого, воздушного, вкусного и паназиатского. Потому что есть некая тяга, скажем так, в эту сторону. У тебя? У меня, Лично? да. У меня лично, и поэтому решил попробовать что-то сделать своими руками. Начал в интернетах смотреть и, скажем так, скомпилировал рецепт собственный. То есть путем экспериментов, получается? Не экспериментов, это, скажем так, эксперимент, который удался сразу. Честно говоря, есть несколько блюд, на которых рука набита. Есть. Они С есть. этого момента, Семен, запоминай, кого Да, ему да, надо. я уже- Да. я- С подковыркой вопрос задавать, хорошо. Это и солянка сборная мясная, допустим. Так. Тоже рецепт был взят из кулинарной книги. Но, естественно, он отличается от оригинального теми ингредиентами, которые я использую. Тем, что нюансами твоими именно, видимо, да? Естественно. Скажем так, ограничены в финансах и в продуктах. Ага. Поэтому копченого зайца я нигде никак не смогу найти там, и прочие такие вот штуки. Зайцы попадаются, но что-то не копченое. Абсолютно. Хорошо. И, скажем так, остальное... Я в семье взял на себя роль готовщика изначально. Поэтому, Интересно. Да, Заявление. Женщина моя Это редкость, да, Семен? У очень нас счастливая, редко скажем так. В обед- Собственно, может быть, поэтому? Нет? Может быть. Поэтому в обед начинаются собираться заказы, а что ты, любимое, хочешь сегодня на ужин? Как бы искать такого человека, который любит готовить? Да? Не знаю, мне нравится готовить, потому что в один прекрасный момент жизни, когда мне было 25 лет, и я ушел, скажем так, в свободное плавание от родителей, начал снимать отдельную квартиру, сам. Довольно поздно ты Вопрос ушел, довольно поздно, но вопрос готовки встал сам по себе. И пришлось начинать учиться. Там, естественно, были очень такие страшные моменты, когда вместо ухи получалась рисовая каша с рыбой и тому подобное. Слава богу, у меня там с посудой очень сильно повезло. У меня была чугунная утятница среди посуды. Я даже примерно скажу, какая она форма. Вот такая, да? Побольше. Вот она где-то прям вот такая была хорошая чугунная утятница, в которой первые мои кулинарные, скажем так, потуги, ложные потуги, да, совершались. Потихоньку все приходит, скажем так, аппетит приходит во время еды. Руку набил. И... И, получается, у тебя есть еще и, фирменные блюда там и все прочее, да? Фирменными их назвать сложно, потому что ни разу не получилось одинаково. Вот честно скажу, ни разу. Да? Ни разу не получилось одинаково. Всегда какой-то нюанс. Всегда да? или приправа чуть другая, или там, если говорить Ты о как мясе, творческий человек, да, но часто же так говорят, в театр приходишь, говорит, каждый спектакль, каждый раз смотрится по-новому. всегда по-новому, да. Да. Даже книгу, говорят, читаешь на второй раз Евгения Онегина, думаешь, оказывается, книжка-то вообще о другом. Абсолютно что-то такого, согласен. да? Да, такая же история и с едой. Так говорю, буквально пара-тройка блюд конкретно рука набитая, а остальные это всегда какой-то эксперимент, это всегда какой-то фьюжн, это всегда какая-то, может быть, очень часто это новые приправы. Или новая комбинация приправ. То есть из того, что есть... То есть ты любишь жонглировать прямо там приправами? Абсолютно. Вау. Вообще. Сейчас вот у меня огромное, скажем так, подспорье, которое используется у меня вообще абсолютно везде, не только там, допустим, в мясных каких-то блюдах, но и в супы, там еще фарш добавляется. Это мне одноклассница привезла из Грузии. Настоящую грузинскую приправу для мясных. Соль, да? Соль нет, именно приправа. Нет, сванская соль. Я вот то, что вынес из Грузии, сказали, вот обязательно тебе надо взять сванскую соль.
Я был в Грузии тоже один Ну, раз. у нас в WhatsApp, да, одноклассники тоже все моментально вспомнили про соль, но он сказал, ребята, вас Это другое, много, да. а соль тяжелая. Ага. Вести будет мне очень тяжело, чисто по весу, и поэтому ограничился приправой. Абсолютно вот прям какой-то новый виток у меня сейчас переживается. Ну, круто. Я почему пытаюсь так много задать, мы не приступаем, потому что салат же он, скорее всего, быстро же делается. Или как? В твоем Ну, случае? скажем так, в Сколько моем- времени потребуется? Ну, минут 30 точно. Минут 30 это А, да, минимум. ну тогда надо приступать. Передать 45 минут. что Из на этого месте задаем вопрос, Да. с чем ты к нам пришел? Поэтому мы задаем вопросы, чем ты нам пришло, не пришел, и обычно сразу начинаем. Ну что ж, начинаем тогда. Что нужно? Ну, давайте, наверное, сначала приступим к тому, что будет готовиться на сковороде. Это куриная ну, то есть грудка. это теплый салат. Можно подавать теплым, можно подавать остывшим, там кому как больше нравится. Так, В нашем сегодняшнем случае мясная составляющая – это куриная грудка, так. которую нужно пережарить с достаточно хорошим количеством чеснока. Так, ну все, тогда давайте, ребята, темпо, начинаем. Вот, куриная грудка. Можешь это взять? Вот Так, эти. она у нас, как говорится, Я предлагаю все-таки Уже вот это подложить. маринованная. ну, соль, перец, капля соевого и немножко лучка репчатого. Да, вот это сюда. Если в оригинале Чисто, а потом мы будете уберем. использовать свежую куриную грудку, то я ее пережариваю на достаточно хорошем количестве растительного масла вперемешку с соевым соусом. То есть соль в этом салате не используется вообще. Ну, соевый соус. Да, только исключительно соевый соус. Год. Ну и в нашем случае как бы нарезается Соломочкой. соломочкой, да, как, скажем так, говядина для картофельного салата по-корейски. Вот примерно такая история. И, ну, и готовится быстрее, и ну, там в этом салате вся история. Он очень простой, но трудоемкий, потому что Но трудоемкий. все режется соломкой. Ага. Хорошо. Вань, мне в передачу ставить задачу такую разговорить гостя, да? Но так как ты человек сам по себе, скажем так, с разговорного жанра, ну я же не ошибаюсь, ты же был и ведущим, и сейчас ведущий, и редактор, и диджействовал очень долго на радио. Был такой Да, очень ты сам интересный можешь себе период в этой рассказать, так жизни. что вот поэтому вопрос. Кто такой Иван Лазаренко? Иван Лазаренко – это очень загадочная личность, которая, ну, скажем так, кому-то открывается быстро, а кому-то и всей жизни не хватит, чтобы понять, что это за человек. Так. Потому что бывают моменты, когда я сам себя не понимаю, почему я делаю то или иное какое-то действие, почему я думаю те или иные какие-то мысли, почему я именно так отношусь к каким-то событиям. И, ну, бывают моменты, что я не могу найти ответ на этот вопрос, поэтому, скажем так, ну, сам себя тоже иногда изучаю и анализирую. Ну и не всегда этот процесс, скажем так, нравится самому, Так. потому что иногда я прихожу Но приходится с этим жить. приходится с этим жить, приходится с этим мириться, и приходится как-то, ну, не знаю, включать какое-то саморегулирование, может быть, какие-то самодисциплину, ну, скажем так, повышать. Так. Еще я очень люблю спать. Слушай, ну немножко о себе тогда. Вот ты рассказал внутреннюю свою сущность немножко, да? А вообще, откуда родом и что такое? Вот я знаю, ты учился на ФИИ, там, например, да? Вот. Да, я первый, Мы же чеснок мелко режем. Да. Хорошо. первый в моем семейном древе коренной якутянин. Я родился в городе Якутске. Родители у меня оба приезжие. Папа с Приморского края, мама с Иркутской области. Учился здесь. Ну, первая попытка у меня была, конечно, уехать в Новосибирск По учебе. по учебе, да. То есть, ну, 18 лет ребенку. Это очень сильно хочется какой-то и внутренней, и внешней свободы, оторваться от родителей. Только с такими мыслями, как бы я... Скажем так, свободную жизнь окунуться, да? окунуться в свободную жизнь, без присмотра, скажем так, испытать, что это такое, как живут взрослые, самостоятельно, отдельно. Но потом, в силу ряда причин, после первого курса мне пришлось перевестись сюда, в Якутский государственный университет, финансово-экономический институт, ну, о чем я, в принципе, ни капельки не жалею, потому что, ну, во-первых, я познакомился с очень
интересными людьми, с которыми я дружу до сих пор. Ну и, скажем так, вся моя дальнейшая жизнь была так или иначе связана с тем, что я учился в финансово-экономическом институте Якутского госуниверситета. Вот Так, в первую очередь это общество получается. Да. А без общества как? Общество делает человека. Так, тебе нужна сковородка, да? Да, уже можно начать жарить нам курочку. Семен, мы же черные берем. Традиционно, да? Можно на гриле. Или как? Нет, лучше. Нет, вот на это, да? Так, Хорошо. только ты печку включай, потому что я такими... Да, я тебе помогу. Вот так, вот так. Максимум пока поставлю, а там будем регулировать. Да. Побольше масла. А сразу закладываешь? Не будешь ждать? Ну, вот знаешь, вот этих тонкостей, как положить в разогретую сковородку там, или в разогретую духовку, я, если честно, до сих пор, может быть, к моему стыду, может быть, к счастью, я абсолютно не знаю этих тонкостей. Ну, ничего страшного. Некоторые телезрители могут сказать: о, он сразу положил. Как можно? Ну, ничего страшного. Проклянем так. Ну и нужна будет лопатка мне еще. Лопатка. Лопатку мы достанем сейчас. Ну и чеснок. Чеснок настолько мелко, я могу еще мельче. Ну, пускай так. Вот так, да? Хорошо. Так, лопаточка. Камон. Итак, ты учился на ФИИ, видимо, закончил. Что произошло? Дальше? Дальше произошло то, что было ожидаемо. Это был 99-й год. Если ты помнишь, какая была социально-экономическая обстановка у нас в стране. Каждый второй выпускник – это выпускник экономического института. Да. Экономистов стало моментально огромное количество. Ну да. Соответственно, рабочих мест на это количество никаким образом не увеличилось. И Но почему-то да, тогда было, все хотели поступить Все на хотели- экономическое или на или юридическое, да, Или юридическое. абсолютно. Да что происходило, вообще непонятно. Ну. И я тогда, ну вот, та взрослая жизнь, о которой я мечтал, я впервые с ней столкнулся. Это абсолютное отсутствие каких-то вариантов работы. Я даже встал на биржу труда, Так. официально зарегистрировался. Ага. И, ну, все-таки, да, конец 90-х. Всю абсурдность работы системы в то время я, скажем так, ощутил сполна, потому что, ну, там как принцип работы биржи труда? Тебе предлагают 3 вакансии по специальности. Если не... Если ты от них отказываешься, то Всё. тебя снимают с учета, Да, и через правильно. 2 или 3 месяца... Типа сколько с собой можно нянчиться? Да, мы тебе тут работу находим, а ты такой весь важный. Да, тебе ставят прописку прямо бомр. Первым Чуть ли местом не так. работы, которое мне предложили, завхоз детского сада. Так, интересно. То есть, понимаешь, высшее экономическое образование тебе предлагает место завхоз детского сада. Зарплаты в 900 рублей. Средняя зарплата на тот момент была, ну, такая, чтобы не горевать, в районе, по-моему, 2-2,5 тысяч рублей, ну, 3, где-то так, да? Мизер. На мой, скажем так, на мое логичное удивление и вот этот вот вопрос в глазах высшее экономическое образование, завхоз детского сада. У меня специальность менеджер. Завхоз. Мне объяснили, это же, ты же будешь менеджер по продуктам, сказал мне специалист с биржи труда. Ну, я отказался, естественно. Следующей вакансией, которую предложили мне, это был продавец автомобильных запчастей в магазине «Радуга», ну, что меня абсолютно не прельстило. И третья вакансия, за которую я зацепился, в принципе, она мне показалась интересной. Я вообще люблю всегда что-то такое необычное. Необычное, нестандартное. Это организация труда заключенных в первой колонии. Так. Причем сразу давалось звание. Как Шукшин, мы тапки Я не шили, знаю, шили, да, то есть мы там шили. нарды лепить там или что делать, абсолютно не представлял, но мне им казалось это интересным, Так. необычным. Но там была какая-то у нас непонятно, мы военно обязаны, я не военно обязанный. В общем, эта вся история тоже благополучно заглохла. И Тебя в не итоге- взяли? Да, меня не взяли. И в итоге я пошел туда, где ну, получилось. Это методистом учебно-методическое управление Якутского государственного университета.
Методистом. Методистом, да. Так что вот начало трудового пути у меня было вот таким очень интересным и Ну, скажем так, неожиданно, да? неожиданным, да. Ну, ты занимался КВНом. Да, я со второго курса уже начал активно принимать участие в играх сначала за сборную команду нашего института. Это мы подрезаем Баклажан нужно почистить полностью полностью от кожуры. от кожуры. Это делается. Я очищу, давайте. Затем салат мы. Салат мы тоже. Ну, в оригинале у меня была пекинская капуста, но здесь можно Или огурцы, как у нас. огурцы тоже соломкой. Нет. Рассказывайте. Мы остановились на КВНе. Да, потом как бы на базе 4 команд финалистов университетской лиги КВН была создана команда «Якутские первооткрыватели», куда вошли. Которые называли якутское пиво Да. открыватели. Ну, кто как. Да. Кто завидовал, тот называл пиво открыватели. Ну, на самом деле, это был очень интересный проект, который дал мощнейший рывок развитию КВНовского движения вообще в нашей республике. Потому что из этой команды потом Кто только не вышел. кто только не вышел, это раз. И во-вторых, образовалась и в свое время она довольно успешно действовала республиканская лига КВН, где уже мы приглашали играть команды из Нерюнгри, приезжали к нам вот те же Дежавю до тех пор, пока они еще не выступали на Первом канале высшей лиги, да. Они были очень такими яркими у нас участниками. Это команда Алданская была у нас, команда с Кызылсыра приезжали ребята. То есть, ну, довольно-таки география была обширная. Но потом просто в один момент, к сожалению, стало некогда. Ну, честно говоря, некогда просто этим заниматься, потому что и карьеру надо было строить, и семьями заниматься, и это все, ну, увы и ах, на текущий момент благополучно забыто. Но есть планы по возрождению, поэтому было бы очень здорово, если все это бы у нас получилось. Тем более, что есть огромное встречное желание от нашей национальной вещательной компании «Саха». То есть этот проект возрождать, да, то есть мы об этом уже говорили, и ну, почему нет? Почему нет? Посмотрим. Главное сейчас найти людей, кто этим будет заниматься. И... Так, огурец мы нарезали. Отлично. Это тоже? Да, баклажан тоже режем с соломкой. Ну, я вот смотрите, как сначала напополам, а потом уже соломкой, примерно где-то толщиной. Нет, так же. Да, только потолще. Вместе с сердцевиной совсем. Мне очень непонятно в последнее время вот эта какая-то тенденция, когда те или иные люди, приходя, занимая те или иные руководящие посты в структуре там, правительства, может быть, или там в каких-то коммерческих организациях, да это же КВНщик. Ну, то есть, как бы... Как будто как прокаженный. Снисходительное отношение. То есть это человек, который, ну это же КВНщик, там, все, ты, что с него взять, да? Что с него взять? То есть никакой серьезности. То есть Хотя какой-то стереотип остался. это какой-то непонятный, почему он, этот стереотип у нас в республике работает, потому что изначально КВНщик — это в студенчестве человек, да, занимающий активную жизненную позицию, во-первых. Во-вторых, это человек, который учится как минимум хорошо, потому что если будет у него хватает времени на это. Хватает, потому что его бы отчислили. Да, совершенно верно. Во-первых. В-третьих, это в какой-то мере должно быть нестандартное мышление, потому что КВН это не настолько же... ориентир для других, да. Да, потому что, во-первых, придумать шутку это не просто вот сел, все, придумал. Там нет никаких ни алгоритмов, ни механизмов. Ну, вообще считается, что да, размешить человека очень сложно. Да, это дар. поэтому Талант, если да. человек этим всем обладает, то есть вот этими как минимум 3 качествами, да, то есть это уже как минимум он, на голову выше остальных претендентов, скажем так, на должность. Может ли решать нестандартные задачи? Да, совершенно верно. Потому что КВН это очень такая интересная ситуация, и нестандартные моменты там возникают практически каждый раз. Так, дальше красный перец, да? Ну, потому что многие КВНщики соломкой достигли, в нашем понимании, неких успехов, скажем так, да? И, может быть, это просто зависть или что это? Может быть. Да? Может быть. Потому что сейчас ситуация такая, что все-таки 21 век, и у нас вот эта вся дискуссионно-спорная ситуация перешла в интернет, где очень сильно, скажем так,
Диванная превалирует диванная аналитика, анонимность, и где можешь, ну, скажем так, казалось бы, безбоязненно. казалось бы, безбоязненно. Кого угодно хаять. Кого угодно хаять, да, совершенно верно. И поэтому очень многие этим пользуются, а в открытую, как бы, ну, абсолютно... А ты считаешь себя серьезным человеком? Ох, Потому что это всегда считается, да, ну, пока молодой, все одинаковые, а потом уже, ну, все, повзрослел. а что такое серьезный человек? Вот кто такой серьезный Да, вот человек, я не как знаю, ты но думаешь? это некий собирательный образ, ну, как бы, ну, человек серьезный, ну, который смеется редко, ну, там, ну, как бы важный. Ну, Нет, такой, я что-то вот такое. В этом случае я бы себя серьезным человеком не назвал, но вот в плане, как ты говоришь, там смеется редко, важно, потому что без юмора очень тяжело сейчас жить, на самом деле. Особенно сейчас, да. Но, с другой стороны, серьезность это в чем? Это ответственное отношение к работе. Да. Можно назвать? Ко всему. Ко всему. К жизни. К жизни. Ответственность, да. Но, опять же, к жизни в чем она должна проявляться? Ну, сохранять свое здоровье, бережное отношение к окружающим, близким хотя бы, да. Охранять природу. Ну, вот те все нравственные ценности, которые вроде как бы у нас есть. Ну, Общество, которое навязывает нам. Скажем так, большинство морально-нравственных ценностей, которые, скажем так, общепринятые, я Соблюдаю. однозначно стараюсь соблюдать. Ну, то есть стараешься. Стараюсь. Очень сильно То есть стараюсь. ты на пути. Но как-то, если говорить об ответственности к жизни, да, она у меня есть, да, спасибо моим родителям, что они мне ее дали, но очень сильно хочется жить не завтра, а сегодняшним днем. Поэтому я пытаюсь на максималках выжить из каждого дня с тем, скажем так, ощущением, что а вдруг я чего-то не успею. Тоже соломкой. Вот вдруг я чего-то не успею. Каждый день как будто последний день. Ну, не последний день, ну, скажем так, вот когда тебе уже чуть за 40, время начинает лететь очень быстро. Заметил. Очень быстро. Заметил. И поэтому у меня уже, в принципе, я, вот, к счастью, стал в прошлом году счастливым дачником. У меня уже распланирован каждый день. Каждый день, что я буду летом на даче делать. Завел календарь дачника, наверное. Практически. Ну, стараюсь все держать в голове, потому что все-таки после 40 нужно тренировать память. Да. Поэтому все стараюсь держать в голове. То есть очень огромное количество проектов уже, что там будет сделано, где какая грядка будет поставлена, где какой навесик, где какая лавочка, где там что, как. И очень хочется все это успеть, чтобы успеть всем этим насладиться. Вот тут немножко такая у меня философия интересная. Так что, То есть еще одно хобби такое проявилось, да? ну, скажем так, да, Увлечение. увлечение, причем очень такое серьезное, очень. Потому что и, ну, как бы и хочется и наследие после себя какое-то оставить такое прям, чтобы, ну, действительно там дочка там могла гордиться, скажем так, это вот мой папа построил, это вот мой папа это дерево. сделал. Да. То есть, ну, все мы, Вот немножко, это яблоня. все мы немножко тщеславные, все мы хотим, чтобы после нас о нас говорили. Что-то дикий след остался. Конечно. Хорошо. Поэтому- Слушай, а расскажи, а как на радио ты оказался? Ох, это был далекий 2000 год. И все мое окружение на тот момент, все мои друзья знали, что у меня, это была моя прям голубая мечта. Нет, это все готовое. Голубая мечта, я мечтал, просто я спал и видел, что я работаю на радио диджеем. Диджеем. Да. Да. Это была мечта, прям мечта. А почему? Не знаю. Вот пленила романтика работы. Потому что, ну, вот среди моих друзей как бы были тоже несколько работающих уже диджеев. Это наверняка их все помнят. Это Никита Нелюбин, Да. это Сергей Вострецов, Остр, Востер, да, диджей. который Ну, сейчас федеральный диктор, извините меня. я знаю. И вот этот ореол прям загадочности, Не- таинственности. небожительности. И, да, какое-то небожительство. Это настолько прям прельщало. И вот тоже хотелось, вот, чтобы... И кто-то случайно мне сказал, что Идет набор. идет набор диджеев на радио СТВ. Да. СТВ в 2000 году. Одно из лучших. Это же это просто, это не то, что там Олимп, это уже это какие-то облака там заоблачные, все. Я думал, да ну, какой, что, о чем вы говорите, там, мне бы там хотя бы на миксмастер, что-то такое. Да.
Но рискнул, прошел собеседование и оказался в числе 4 счастливчиков, которых взяли, скажем так, на... Соль, перец. Да пойди уже. Нет, ничего не надо. А, ты же говорил, это соевый все будет. Ну, она, видишь, уже маринованная была. Маринованный. Все, да. Поэтому... Нет, все. А баклажан? Отдельно сейчас будем тоже жарить. Это сюда? Да, Точно? конечно. Хорошо. Так. Обжаривали там же? Да, тут же. Сейчас масло, Масло, пожалуйста. соевый соус. Соя соус. Устричный. Вливаем, там все горячее. Да, Баклажан. Вода седан. абсолютно. Так, и 4 соискателя. 4... Кого вы Да, выбрали? 4 соискателя на одно место. Мы проходили практику. Мы с действующими диджеями выходили в вечерние смены. Ну, за пульт нас не пускали пока, естественно. Они говорят, вы сидите сзади или там Нет, учитесь? мы сидели за отдельным микрофоном в новостной будке. И Тоже говорили что-то? да, что-то иногда нам разрешали поговорить. Первую Прогноз неделю. погоды. Ну да, прогноз погоды условно. или подводку к песне какой-нибудь, или даже, может быть, прочитать заявку, текст заявки. Тогда это была же очень популярная штука. Да, Поздравлять друг друга там, я помню. с днем Моя будущая жена рождения. мне все время отправляла почему-то. Хотя я радио не слушал. Я Она об этом не знала. больше скажу, за вот те 10 лет, пока я проработал на радио, 10 лет, на моей памяти осталось 4 семьи, которые образовались после того, как Кто-то кому-то отправил. Кто-то кому-то отправил. Можете считать, что- Молодые люди скучают, желают познакомиться с девушками. Не, у нас не Номер так было. такой-то, номер такой-то. И вот после таких знакомств, вот на моей памяти образовалось 4 семейных пары. То есть люди встретились, поженились, и все так прекрасно. Поэтому радио в то время, скажем так, было такой очень серьезной социальной коммуникацией, можно назвать. Перец уже все туда, капусту тоже Сразу? туда. Да, то есть у нас горячая только вот две составляющих, это баклажаны, Баклажан и вот это, да? и грудка. Ну, почему грудка? Если кто-то любит больше говядины, можно использовать, конечно, филе говядины. Но грудка, она более диетическая, скажем так. И Ну то есть салат можно, опять же, так и варьировать. экспериментировать можно во всем. То есть некой константы здесь нет. Почему я и говорю, что я этот салат скомпилировал, скажем так, из нескольких каких-то увиденных мной в интернете рецептов. Да. То есть все, что мне понравилось, да, то я и начал туда Как сел использовать. несколько волосинок. Да, примерно так. Так вот, вот вас стало 4, да? 4, да. 4, да. А какие были финальные конкурсы? Что там происходило? Финальных конкурсов не было, за нами просто наблюдали, как мы приходим, как мы себя ну, то есть- ведем, как мы читаем. Очень был страшный момент, когда главный редактор Татьяна на наш вопрос всех 4, ну как вообще шансы-то у нас у каждого? Она такая, ну, вы все молодцы. Выбирали 2, выбирали 2. Ну, то есть всех усаживали, сказали, вы все молодцы. Так. Вы все молодцы, но одного мы выбрали уже точно. Кого не скажем. Кого не скажем, естественно. И представляешь, как вот занервничали все 4, подозревая, что это, естественно, не он, а кто-то другой. И шансы теперь не 50%, а в лучшем случае там намного меньше. Там не 1 из 2, а 1 из 3 уже остался. 33%. Да. Так. Я был очень приятно удивлен, когда этим точно выбранным оказался я. Так. Это был просто праздник какой-то для меня. И все, и потом началось. Ну, это потом уже знал. Ну, естественно, потом, да, когда уже объявили, что вот остается вот ты и ты. Было, конечно, очень сначала страшно, непонятно, но мечта есть мечта. Перед Вот песней, пришел за мечтой, так иди. И все, и начал потихоньку вливаться. Ну, естественно, как в любой профессии есть своя специфика, своя какая-то терминология, свои какие-то приколы, свои... Все, когда я это все ощутил в полной мере, то стало очень интересно работать. Но опять же, ты попал в касту этих небожителей, в касту диджеев, радио, СТВ. Этот ореол, причем таинственности сохранялся там довольно-таки долго, то есть всех знали. Студия же на Кемской была, по-моему, да? Изначально радио СТВ оно мигрировало несколько раз. Первая студия была вообще на главпочтамте с момента образования, да. Потом перебрались в каморку
ДК Кулаковского. ДК, ну где Сабрадио. Да. СТВ, телеканал тоже был. Да, Так. телеканал там. И потом уже очень такая комфортная студия из 2 совмещенных квартир в жилом доме на улице Кирова Кирова, Октябрьская, да. Нет, Под нет, вышкой, нет, под нет. вышкой. За нацбанком. Вот эти 9-этажки же есть. Жанбавка, ну да, я ходил туда просто, помню. А под вышкой это там радио Виктория была у них. Нет. Студия в гараже. СТВ было тоже там. Да, ну, может быть, Лобанова не ходил знаю, я всё время. с 2000 года. Сейчас вот они перебрались в очередной раз в торговый центр УТУ. Там собственное помещение, где был раньше центр рекламы. Не торговый центр УТУ, а офис-центр. Офисный центр 46, УТУ, 46 да, другой. да. Хорошо. Слушай, Миша, что сахар добавляем или Нет, сахар здесь не идет. Здесь сейчас просто обжариваем до готовности. И практически все, салат наш уже будет готов. Ваня, вот тебя выбрали, да, а тебе объяснили почему? Нет, я и не спрашивал. Да? Ну, А взяли зачем? всё. Взяли и взяли. Лишний раз круто. пугать работодателя. Вдруг передумают. И все, и начались вот эти 10 счастливых лет в моей жизни, вот этой трудовой деятельности, когда, опять же, шикарнейший коллектив, постоянная взаимовыручка, взаимопомощь, и там сумасшедшие проекты постоянно генерировались там. Было очень интересно работать. Со временем, когда начал уже обзаводиться и семьей, и годы, скажем, уже не те, не юные залихватские, все-таки работа на радио уже перешла в раздел хобби, пришлось искать и основное место работы, то есть там уже получилось как подработка. Но все равно было здорово, очень здорово. Так, потом дальше. Потом дальше случился кризис. 8-го года? Ну, 8-го года, да, он начался. И в 2010 году было просто принято такое решение, ну, скажем так, не то чтобы судьбоносное, но просто по деньгам мне стало выгоднее сидеть дома, чем ходить работать на радио. Ну да, то есть там была очень такая тяжелая ситуация, когда практически ушел рекламодатель абсолютно весь, когда с открытием вот этих московских ретрансляторов на ноль скатились, абсолютно на ноль музыкальные поздравления, заявки, то есть, ну, радиостанции стало тяжело держаться на плаву, и все это отразилось, естественно, на зарплатах. Ну, без скандалов, без обид, без ничего, тепло пожав руки директору, нежно обняв всех коллег, ну, я ушел, стал двигаться дальше. Почему нет? И куда ноги привели? Ох, куда меня только не приводили мои жизненные скрепы. Ну, а еще одним очень, скажем так, интересным моментом в своей жизни я могу посчитать то, что я проработал в рекламных, там, в торговых отделах практически всех наших якутских колбасных заводов, кроме Скифа. Я работал и в Хатвасе, и в Сибирском деликатесе, и в Буджаке, и в Ратмире. То есть вот это вот все я... Вот от мира Хатуас одно и то же. Ну, это да, искусственно созданная конкуренция, но тем не менее, как бы, торговые марки разные, руководство разное, и продукция совершенно, ну, отличающаяся Разная, да. друг от друга, да. Это тоже был очень интересный экспириенс такой, о чем я абсолютно не жалею. И могу с уверенностью сказать нашим телезрителям, что колбаса в городе Якутске одна из лучших в стране. Вот, это правда. Это правда. И вот никакой там ни туалетной бумаги, никакой там сои, никаких там мышей там не падает, там это абсолютно все фантазии какие-то. Это якутская колбаса лучшая колбаса в России. Это вот честно скажу. А сам какой сейчас кушаешь? Ну, сейчас в силу того, что рядом со мной фирменный магазин «Скиф», поэтому, ну, Скиф. выбор пал пока туда. Ну, честно говоря, я вот больших отличий на самом деле не вижу. Там в колбасе что самое главное? Это сырье и, ну, у кого удачнее получилось сочетать специи. Так, все, у нас здесь Дальше. Масло кунжутное или кунжутное масло. И можно немножечко Кунжута. вот этих вот каких-то там специальных семян. Семян? Вот это. Да, да, Вот это. да. Это буквально для
декору и заправка кунжутным маслом. Декору. Масло кунжутное. Все, можно перемешивать и приступать к дегустации. Самое сейчас главное это все перемешать и попробовать на соль. Можно чуть добавить, да? Если соли будет не хватать, то The salt. в данном варианте я использую исключительно соевый соус. Ну тогда все, убираем. Извините, пожалуйста. Я думаю, да, чтобы сильно суховато не было. Да. Все-таки капельку соевого можно добавить. Ну, за счет того, что у нас здесь, в принципе, такие хорошие сочные овощи, огурец дает очень много Сока. влаги, сока, да. По желанию можно, конечно, добавить еще и помидорку сюда. Ну, я говорю, фантазировать кому как, кто что больше любит. То есть основные ингредиенты это вот баклажаны, мясная составляющая, капуста, огурец. Все. Да, перец здесь добавил я исключительно для цвета. Ну да, он То трехцветный. есть он, да, получился такой трехцветный. А если добавить желтый перец, будет как светофор. Да. Так, ну и что, можно накладывать. сервируем? Да. Сервируем. Сервиранем. Выглядит, по-моему, очень аппетитно. А потом выложите это ВКонтакте. Ну что, пробуем? Давайте попробуем. Пробуем. Что получилось? Так, сразу чувствуется запах. Первое же наслаждение нужно получать запаха. Кунжутное масло чувствую. Семен, Отлично. профессиональный вердикт. Отлично? Мне тоже кажется. Сочно. Класс. Сочно. Он тепленький, приятненький, хрустящий. Можно и холодным. Да, можно подавать и холодным, безусловно. Завтра еще будет вкуснее. Или нет? Как борщ. На завтра есть большая опасность, что вот эти все овощи дадут очень много Сока. влаги, Вода и сока, будет. да, и он станет водянистым. Поэтому лучше, конечно, Лучше, да. лучше съедать его Он сразу. должен быть. Что ж, клево. Вань, теперь расскажи, пожалуйста, про нынешнюю деятельность. Мы же с тобой коллеги сейчас уже. Да, мы сейчас с тобой коллеги. Если честно, Так. январь 2019 года, 14 число, первый рабочий день, насколько я помню. Никогда в жизни я себе не мог представить, что я свяжу свою жизнь с телевидением. Потому что, ну, был даже момент, когда, работая на радио, немножечко устаешь от этой публичности, хотя радио там тоже же своя специфика, тебя в основном слышат. А тут телевидение. Тебя будут не только Лицо. слышать, но и видеть, и верить тому, что ты говоришь, потому что у нас же очень сильно в стране привыкли, что то, что сказано с экрана телевизора, а тем более это государственное телевидение. Тем более, когда говорят, государственное откуда ты знаешь, когда по телевизору показали? Да. Все. Вот это это такая ключевое. колоссальная ответственность, и очень я прям переживал по этому поводу, очень долго сомневался. Ну, когда поступило предложение, Вань, давай приходи к нам сюда на телевизор, нам нужны ведущие. Долго думал, вот честно, очень долго думал, что-то недель, наверное, 2-3, если не больше. Очень долгие переговоры с семейными у меня там были, очень долгие переговоры там с руководством, там фронт работ, что это будет. Но вот сейчас, оглядываясь, да, на эти 3 года, я себя жалею о том, что еще раньше не пришел. Что это раньше-то? О чем-то я раньше думал. О да? чем ты раньше думал? Да, потому Вот что же, это да. настолько увлекательная работа, и настолько она, ну, может быть, кому-то кажется очень простой. Ну, что там, пришел, сел, прочитал прочитал, да, то есть. Но никто не знает, какая на самом деле колоссальная работа стоит за каждым выпуском новостей, за каждым выпуском передачи. Вот это колоссальная работа огромного количества людей. И самый такой наступил переломный момент в моей деятельности на телевидении, когда я понял, как все работает, я понял, как, что нужно делать, я понял, что от меня хочет там продюсер, что от меня хочет режиссер. И мне стало настолько невероятно легко и приятно работать,
что я вот на работу, честно, иду как на праздник. Я прям кайфую. Летящей походкой, да, совершенно верно. Поэтому однажды я проводил по Zoom конференцию для одноклассников моей дочери, ну, где приглашают представителей разных интересных профессий. Профориентация. Да, что-то вроде профориентации. Ну, и рассказывал о работе как бы своей. И вот сейчас, если кто-то из, может быть, юных начинающих журналистов там смотрит эту программу, то никогда вообще не раздумывайте, если вам предложили работать на телевидении. Сразу, бегом, идите, хватайтесь за любую должность для начала, потом уже поймете, чем вы хотите заниматься именно на телевидении. Но это настолько классно, это просто, ну, нет слов, честно. Ну, то есть сейчас, подытаживая, ты можешь сказать, что ты везунчик. Может быть и так. Я об этом, кстати, даже не задумывался ни разу Но в жизни, потому что в случае с радио ты сам пошел на конкурс, чтобы Да, участвовать, да, попытаться погнаться за своей мечтой. А когда тебе предложили телек, ты подумал, а почему я? Ну, раздумывал, Да. раздумывал 2-3 недели, да, говоришь, да. Ну, то есть это же везение, тем более, что тебе дали деятельность, которую, ну, может быть, ты даже и не подозревал, что настолько это круто. Да. Это же разве это не везение? Может быть, это везение, может быть, это удача, может быть, это удачное стечение каких-то везучих обстоятельств произошло. То есть подсознательно, может быть, ты сам себя готовил к тому, что, ну, вот, стать известным телеведущим. Может быть. Может быть, да. Потому что я рыба, а рыбы Я водолей, чуть-чуть раньше. все творческие натуры и чуть более тщеславны, скажем, чем остальные знаки зодиака. Поэтому вот эта нотка иногда, может быть, она уже где-то два раза уже прозвучало тщеславие. где-то вот... Гложет, да? Ну нет, тщеславие не гложет. Она Где-то сидит вот так таким, вот, где-то да. червячочек сидит, что... Ну, с другой стороны, это, конечно, приятно, когда и на улицах узнают. Там, и, Да. во-первых, это очень огромный круг новых знакомств появился. Это круто. Потому что Вот это это очень да. круто. Потому что это сейчас в любой практически, там, я не знаю, государственную структуру зайди, там обязательно встречу человека, у которого я брал интервью, с которым мило общались. То есть где-то это огромное количество новой интересной информации получаешь из первых уст. То есть где-то сам находишь. Я домой прихожу, я новости не смотрю вообще. Потому что ты знаешь. Я в курсе всего вообще практически. Ну, то есть где-то что-то там какую-то может Как ни старайся, но... Да, ну приходится быть в курсе всего. Это вот это огромное количество информации, которое за день успевает через тебя пройти. То есть даже не всегда, может быть, что-то запоминаешь, но через полгода. Да. Мы же там где-то снимали. Мы про этот сюжет делали. То есть Мы вот это про вот всплывает, и это такой очень интересный, скажем так, экспириенс. Ну, здорово. Здорово. Итак, друзья, мы попробовали отличный новый салат, которому нет названия пока. Да, Иван? Да. Да. Потихоньку мы на этом выходим за кадр. Мы будем продолжать это кушать. Вань, я хочу дать тебе слово, после того, как я скажу тебе спасибо за то, что был сегодня нашим гостем. Вот тебе моя рука. Ну, пожелания нашим телезрителям, как профессиональный уже телеведущий. Пожалуйста, вот на эту камеру. Ну, наверное, не как профессиональный телеведущий, а как человек, который, ну, несколько раз уже во время этой передачи говорил: ничего не бойтесь экспериментировать ни в чем, ни на кухне, ни в своей жизни, ни в своей работе. Никогда ничего не бойтесь, пробуйте что-то новое обязательно, потому что это что-то новое может быть как раз именно то, чего вам в этой жизни и не хватает. Крутое пожелание от Ивана Лазаренко, ведущий мой коллега Якутия-24. А я, Петр Цепанин, на этом потихоньку прощаюсь. Мы продолжаем кушать. Программа «Просто вкусно». Просто вкусно. Якутия-24.